Интернет — это штука такая. То он есть, то его нет. Поэтому сегодня будет десятка крутых игр без интернета для твоего телефона или планшета. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайт. Ставь лайк, если интернет заканчивается, и комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а пока интернет еще есть. У моего друга есть для тебя новости. Недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Готовы снова окунуться в мрак, от которого кровь стынет в жилах? Заброшенная фабрика игрушек снова открывает свои скрипучие двери, заманивая нас на опасную территорию. Тут вас ожидают новые загадки, которые заставят шевелиться даже те извилины, о которых вы уже забыли, и злобные игрушки, которые вряд ли захотят с вами подружиться. Но не все так плохо. У главного героя есть аномально длинные руки. Они ваши лучшие друзья в этом кошмаре. Взломать что-то легко, хватать предметы и бросать их, как будто мы в цирке. Еще проще. Изучайте каждый уголок фабрики, ищите пути спасения и используйте все, что найдете, чтобы дать бой этим пугающим монстрам в плюшевой обертке. Ну что, готовы стать героем, который поставит точку в истории этой жуткой фабрики? Тогда вперед! Я надеюсь попасть в видео. Я уже в семье Лайтов. Подписалась, поставила лайк и колокольчик. И можно привет Лере. Без проблем. Лера, привет тебе. И добро пожаловать в нашу дружную семью Лайтов. Любите запах жженой резины и шум двигателя, заставляющий вибрировать землю? Тогда игрушка точно для вас. Здесь вас ждет настоящий фестиваль дрифта. Хватайте ключи от авто, давите на газ и отправляйтесь покорять городские улицы, загоняя свою тачку в идеально управляемый занос. Вы сможете попробовать себя за рулем десятков автомобилей, от олдскульных раритетов до современных монстров. Мало просто гонять. Тогда займитесь кастомизацией, меняя цвет, добавляя крутые обвесы и сделайте свою машину такой, чтобы все взгляды были прикованы к ней. А к особенностям игры можно отнести широкий выбор машин, гибкие настройки камеры, можно даже дрифтить от первого лица, реалистичная физика, где чувствуется прям каждый поворот. Так что садитесь за руль и докажите, что вы лучший дрифтер в этом городе. Добро пожаловать в эпоху средневековой Японии, где все решают кланы, честь и мечи. Она очень похожа на тот же ТАПС. Ваша задача поднять свой клан на вершину и стать настоящим правителем. Но путь для этого будет непростым. Нужно развивать экономику, улучшать провизию и поддерживать высокий уровень чести, чтобы вас уважали как союзники, так и враги. С каждым завоеванным городом или одержанной победой открываются новые войска, что позволит разнообразить свою армию в битвах. Пошаговые битвы подарят вам атмосферу неспешного, но продуманного завоевания. А дух самураев и величие японской культуры делает игру особенно привлекательной для любителей стратегий. Сможете ли вы спасти свою семью, если вы банан? Именно таким героем вам предстоит стать. Но не дайте этой необычной задумке вас смутить. Игра полна драйва, экшена и, конечно же, юмора. Ваш путь лежит через десятки уровней, где вы будете прыгать, стрелять и даже использовать окружение, чтобы расправляться с толпами врагов, похитивших вашу семью. Главная фишка игры – это перестрелки с замедлением времени. Вы сможете планировать каждый выстрел, как мастер боевых искусств, пока враги валятся на землю. Но если вспомнить, что это делает банан, то становится ясно, что это взрывной коктейль хаоса и адреналина.
Если вам нравится, когда нервы на пределе и каждый новый шаг – это либо разгадка, либо попадение в ловушку, то эта игра как раз то, что вы искали. Здесь вас ждет захватывающая сюжетная линия, напряженные моменты и постоянное чувство, что за вами кто-то наблюдает. Каждая локация пропитана атмосферой классических хорроров, приглушенный свет, жуткие звуки, головоломки и, конечно же, неожиданные встречи с опасностями. Пройдите через все эти этапы и попробуйте выбраться, сохранив себя. Любите фильмы ужасов? Тогда пора стать героем одного из них. Когда дело доходит до шутеров, эта игра предлагает нечто особенное. Вы примите на себя роль элитного бойца спецназа, которому предстоит сражаться с терами и спасать заложников. Каждая миссия — это как напряжный эпизод из фильма. Запутанные коридоры, комнаты с врагами за каждым углом и чувство, что времени катастрофически не хватает. Вам стоит принимать быстрые решения, координировать действия с командой, особенно если играете с друзьями по локалке, а также разбираться с обилием оружия, которое доступно в игре. Игра чем-то напоминает классический SWAT, так что если вы фанат тактики и шутеров, определенно стоит попробовать. А к особенностям игры можно отнести разнообразие оружия, от пистолетов до снайперских винтовок, атмосферные локации с запутанной планировкой и возможность играть с друзьями, даже по локалке. Эта игра – настоящее приключение для фанатов Лего и ниндзя. Сюжет закручивается вокруг злодея Ронина, который умудрился обзавестись обсидианом. Это артефакт, стирающий воспоминания. Вам предстоит вернуть память героям и остановить планы злодея. Вас ждет множество экшена, эпичные полеты, гонки на авто, парение по воздуху и прохождение древних пещер. А кульминацией будет настоящая схватка на выживание. Ну а мы с тобой двигаемся к следующей игре. Лайк, какой у тебя любимый супергерой? Братишка, больше всех мне нравится Человек-паук. А какой твой любимый супергерой? Пиши в комментариях, будет интересно почитать. Что может быть лучше приключений пушистого котенка в большом городе? Эта игра предлагает нам взять под управление милого котика, который выпал из окна своей квартиры и оказался в неизвестном и полном опасности мире. Суть проста, но невероятно увлекательна. Исследуйте город, решайте головоломки, взаимодействуйте с людьми, животными и объектами, чтобы вернуть котенка домой. Будьте готовы к неожиданным препятствиям. Лужи, высокие заборы, строительные зоны и даже враждебные собаки. Атмосфера живого города, где люди занимаются своими делами, а котик остается героем собственного сюжета. Помимо прочего, тут есть возможность подружиться с другими животными. И тут куча задач на логику и сообразительность, которые сделают геймплей довольно разнообразным. Игрушка пока недоступна в Google Play, и русского языка пока в ней тоже нет. Но если ты хочешь попробовать, то инструкция, как поиграть, будет у меня в телеграм-канале, а ссылочку найдешь, как обычно, в описании. Погружайтесь в темный загадочный мир вместе с детективом Розой Хокинс. На этот раз история становится еще более интригующей. Наша героиня просыпается в таинственном месте и встречает загадочную женщину по имени Ноа. От ее предложения отказаться невозможно, но цена сделки заставит нас задуматься. Игра объединяет лучшие элементы ужасов и выживания, исследование мрачных локаций, сбор улик, решение головоломок и поиск скрытых предметов. Здесь вам придется разгадывать тайны, спасать себя и находить ответы на вопросы, которые будут преследовать нас до самого финала. Игрушка не так давно получила ремастеринг, поэтому выглядит все прям очень круто. Кто еще не поиграл, очень советую. Любители выживалок — это игра для вас. Представьте себя в суровом зимнем лесу, где каждый день — это борьба за жизнь. Снег хрустит под ногами, дыхание замерзает на ветру, а тепло — это роскошь, за которую придется бороться. При этом игрушка чем-то напоминает тот же The Lone Dark. Ну, либо мне так показалось. А задача тут такая — выжить в условиях холода, голода и непредсказуемой дикой природы. Начните с малого. Собирайте ветки, камни и другие ресурсы. Затем разводите костер и поддерживайте тепло. Но это только начало. Помимо прочего, здесь будет охота и крафт. Это придется создавать оружие и добывать еду, чтобы поддерживать силы. Помимо прочего, можно будет улучшать свое убежище, создавать теплую одежду и защищаться от холода. При этом тут довольно большие заснеженные территории с неожиданными находками и опасностями. Как по мне, это довольно прикольное испытание. Смогли бы вы выжить в суровых условиях зимы? Теперь у нас есть шанс это проверить.
Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это у нас финальный сезон ходячих, обещается выйти уже в 25-м, поэтому, как обычно, ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, подписывайся на канал и смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.